Желяяк — это настрой. В принципе, Нурсултана вы знакомы. Мгм. Он такой идейный основатель. Адель и я, Анвар. Мгм. Өте әдемі команда жинақталған ғой былай айтқан кезінде. А все мы познакомились на основе бега. Да, мы начали бегать, Мгм. любители, соответственно, кто-то быстрее, кто-то медленнее, сдружились, а потом пришла такая идея. Вот. Не, молодцы. Я, знаете, оцениваю то, что, ну, и вижу же, да, я где-то регулярно бегаю около 8 лет, прям регулярно, да, и когда там, условно, если сравнить ситуацию там 14 или 15 года с 22 годом, особенно после вот этой пандемии, да, которая всеми нелюбима, но с другой стороны она же изменила модель мира вообще Да, очень удалённой, сильно. да. И в том числе люди вышли в парки, вот в горы, да, там сейчас больше всего больше народу стало ходить, чем до пандемии. И в этом плане и вот я тоже обменивался там со своими. У вас уникальный проект, потому что вы ориентированы на казахоязычную, да, потому что в основном среду, потому что основные там как бы беговые клубы, они все-таки там как-то более русскоязычные, а я считаю, ну, к сожалению, я в должной степени не владею, значит, казахским языком, ну, в силу определенных обстоятельств, потому что вы знаете, в советское время ну, проводилась такая определенная политика. Например, в Алмате всего было 2 школы казахские, да? Одна 12-я школа, другая школа интернат железнодорожная на Первом Алмате. То есть практически условий не было. Да. Да. Вот в Актюбинске, где я родился, тоже была одна казахская школа, и это было вообще в далеком районе. Ну, то есть вот такая была. Да? Сейчас меня очень радует о том, что вот вся молодежь, вот мой сын, в частности, ходит в казахскую школу, вот, владеет. И в этом я еще раз говорю, я вас похвалю вас, да, и снимаю шляпу, как говорится, да, то, что вы пропагандируете бег именно вот среди нашей молодежи, потому что мне иногда очень обидно становится, что там нашу нацию там ориентируют, ассоциируют с нацией там борцов, боксеров, да, хотя на самом деле, ну вот взять яркие примеры там, ну, многих ребят, которые, не занимаясь легкой атлетикой, там от природы являются там очень быстрыми. И вот мой товарищ Ербол Касымханов, с которым вместе в Москве учились, он начал заниматься там после армии, после 20 лет, входил в сборную Москвы, потом стал рекордсменом Казахстана в беге на 800 метров, да. Ну, то есть это от природы, и если будет развиваться, да, там, и не ассоциироваться нам, потом, что только мы там нация, которая там единоборствами, да, там занимается, да, это тоже очень полезно. Но вот чем бег еще хорош, да, о том, что он гендерно равный, потому что, ну, все равно там есть и девушки, и женщины, боксеры, там борцы, но бегуней много. И вот в частности, это тоже очень правильно, да, потому что, ну, надо... Наши же женщины испокон были такие независимые, да, казахские женщины. И вот этот и бег этому тоже способствует, да, там. Вот поэтому я еще раз благодарю вас, молодцы. Вам спасибо, что пришли, что поддерживаете такие начинания, так сказать. Ну, изначальный вопрос, который сразу появился, вы говорите, начали бегать лет 8 назад, а в молодости как у вас было со спортом вообще? Со спортом я практически не дружил. Да? Вот, да, ну, тоже не было определенных, скажем так, я больше читал. Вот, я очень любил читать, я читал запоем в 4 классе, из-за этого испортил уже зрение. В 4 классе, с 4 класса начал носить очки. Вот, я читал прям, не знаю, сутками, да, там напролет. Вот, и, ну, там какие-то периодические были там занятия, там ходил там то на борьбу, там футбол, конечно, любил, как и все, да, там, но прям вот такого занятия спортом, то есть я был не спортивный, честно говорю, и многие, кто меня знает с молодости, там, да, прям удивляются о том, что я достиг таких, условно, высот в беге, да. Ну вот это мотивация всем, кто считает, что они не могут, что они не спортсмены, не спортивные. Вот человек говорит, что тоже в молодости далеко был не профессиональный спортсмен, а вот в данное время
Первый человек в Казахстане, пробежавший все 6 мейджеров. Ну, один, да, из первых, нас на самом деле 6 человек. Там вообще интересная история. В 2020 году я должен был пробежать вот Токио, а потом Бостон вслед за ним. И как бы вишенка на торте, ну, Бостон это же считается там топ, это действительно мой самый любимый марафон. Не знаю, у многих, наверное, кто из марафонцев, он вызывает такие самые теплые чувства. Вот. Но из-за пандемии отменили, тогда же токийский марафон состоялся, но приняли участие только 200 элитных спортсменов. Соответственно, все это перенеслось. Я в 2021 году пробежал Бостон, вот, и с нетерпением ждал этого токийского марафона. Да, и на тот момент я был один, если бы, ну вот, раз так воля Аллаха так дано, ну это ничего такого нет, и мы шестером. Но первый к финишу пришел я, вот из шестерых, да, там я очень уважаю, значит, всех ребят, могу перечислить там по именам, фамилиям. Это Ерлан, значит, Утигенов, это Данияр Утиулин, это Алия Айтказина, Жанара Камалова, я и Багдад Ахметов. Вот мы шестером пробежали вот эти мейджоры. Кстати, да, вот чтобы быть до конца честным, у меня из головы вылетело, Багдад Ахметов тоже должен был как раз в Токио, да, в 2020 году мы вместе должны были пробежать токийский марафон, и это был его тоже фактически 5-й мейджор, а потом Бостон. Классно. Вы начали примерно в 2014 году бегать. Да, да. Ваш первый беговой клуб какой он? В 2014 году я сам по себе начал бегать, и как-то случайно все это получилось. Я до этого играл в теннис большой. Вот. И, ну, тоже все, как говорится, там, это волей буквально случай, обстоятельств получилось так, что я начал бегать на беговой дорожке. В тот момент, почему это были определенные показания, потому что у меня была очень стрессовая работа, и там в определенный момент у меня уровень сахара подскочил. И я думаю, что мне делать? И мне эндокринолог говорит, тебе надо аэробной заниматься. Типа плавание, велосипед или бег. Ну, велосипед это же тоже такой вид спорта, он достаточно сезонный. Ну, и я пошел в Фиделити тогда, рядом с домом у меня, и начал бегать. И как-то незаметно меня как зацепило, да. И я там мог час бежать на беговой дорожке, и я понял, что это мое, это реально мое, да. Вот потом я начал анализировать, как вообще, что, откуда. Я вспомнил в молодости, когда у меня появилась первая машина, я любил мыть машину. Вот. Ну, тогда и моек особых не было, да, там. И этот процесс, когда ты моешь, тебе же никто не подойдет и скажет, Оскар, дай тряпку, я буду мыть вместо тебя, да. И вот ты сам моешь, и о чем-то думаешь, о своем. И куча мыслей всяких, да, там, некого рода медитация. И вот я потом уже такую ассоциацию провел, и вот бег для меня тоже определенная медитация. Ты думаешь, это разные мысли могут быть. Нет, это не только одна мысль условно, да, там, о чем-то, да, там разные мысли там и о работе, там, и где-то о бизнесе, и там вспоминаешь что-то. Ну, то есть все зависит от того состояния, в котором ты находишься в тот момент. И мне это очень понравилось. Вот, я в 2015 году потом в апреле Алматы-марафон проводил забег, 10 километров я пробежал, и на удивление для себя я там достаточно быстро на тот момент я пробежал, думаю, мне надо теперь тренер, да, там, ну, чтобы улучшить результат, и как раз пришел Алаф Раннинг, Володя Назаров, он приобрел эту франшизу, здесь он на тот момент был, сейчас в Москве. Вот. И я пришел в эту секцию и думаю, говорю, вот, познакомимся, говорю, Володя, мне только 10 километров. Он говорит, давай 21. Я говорю, нет, ты что, это нереально, это 21 километр, это фантастика, это я не смогу. Он говорит, ну давай попробуем. А он очень вкусно умеет рассказывать, вообще молодец. Он такой, я считаю, для бегового движения это один таких из основных драйверов, которые в свое время зажгли там вот беговое сообщество. И потом в декабре был забег, я пробежал 21, понял, что не так все страшно.
Вот. И весной 2016 года вместе с Рамилем Мукаряповым он побежал в Мадриде. Я пробежал полумарафон, а он бежал полный марафон. Вот. И тоже быстро получилось. А потом, через несколько месяцев, мне Рамиль сказал, вообще Рамиль же вот такой большой умница. Вот. И он мне сказал, говорит, вот, Оскар, вы знаете, говорит, я, говорит, пробежал марафон, и у меня в жизни, я на многие вещи по-другому взглянул. Потому что, говорит, и мне в бизнесе помогает, и в работе, везде. Потому что, говорит, если я терпел, а он там очень устал, за 4,5 часа, насколько мне память не изменяет, пробежал тогда, особо не готовился. Он всегда так особо не готовится, ну, потому что это, да, ну, вот, то приходит, то не уходит. Ну, занят он своим проектом, вот, очень успешный же, все прекрасно знают, Чока. Вот, и он говорит, что я на многие вещи по-другому взглянул. И тут меня осенило. Действительно, а я же, ну, смогу. И я начал готовиться, и уже осенью, в сентябре, пробежал свой первый марафон. Это был Астанинский марафон. Вот. И меня там как цепануло, как говорится, заколбасило так, что я понял о том, что марафон — это мое. Да. Ол кездегі тренер сол алғашқы тренер, да? Я сол кезде I Love Running тренер болды, Тимур Артюхин. Ну, вы сказали, что бег помогает как медитация. Как еще может, ну, как еще вообще в целом вам бег помогает в быту, может быть, я не знаю, как тайм-менеджмент выстраивать в этом плане? Да, это очень хороший вопрос. Действительно, ты становишься дисциплинированным. Ну, я и так по жизни как бы такой дисциплинированный, да, там, и требовательный на работе, ну, прежде всего, к себе и к своим коллегам, да, там. Вот. И вот здесь тоже бег мне очень многое дал, потому что если раньше думал, что вставать условно там в 5:30 утра или в 5 утра это нереально, да, там, то все оказалось достаточно там прозаичнее, да, там, когда тебе надо, потому что надо с утра ехать на работу, вот, и тогда лучше всего выстроить свой процесс, тайм-менеджмент таким образом, что для меня удобнее было с утра, да. И я начал вставать в 5, сначала там в 5:30, сначала в 6, там, потом видел, что не успеваю, в 5:30, потом в 5 начал вставать и тренироваться. Вот. И плюс, конечно, это физическое состояние. Выносливость. Значит, структура мышц изменилась, да, там, по весу, может быть, я чуть-чуть похудел, там, но я вот по своей структуре мышц вижу, что я совершенно другой у меня состав, да. Вот. Ну, плюс, конечно, это большая помощь для сердечно-сосудистой системы, да, там, и пульс снижается, там. Вот. Вообще много плюсов. Есть, конечно, определенного рода и минусы, да, там бывали и травмы. Ну, от этого никто не застрахован. Но это опять, это необходимо контролировать себя постоянно. То есть надо делать растяжки, роллом, раскатывать. Да. Это тоже дисциплинирует и очень сильно. Вообще бег, конечно, я даже не думал, что это все вокруг этого, да, возникнет. Да. О том, что изменится мой образ жизни. Вот. Я перестал употреблять, там, ну, не увлекался, ну, по крайней мере, вино любил, там, тоже перестал это делать, потому что смысла не вижу. Там утром вставать, вот, какой смысл там даже бокал вина выпить, а потом утром... А завтра на тренировке будет не да, очень, да? Утром, да, на тренировке, ну, естественно, отразится, да, там. Вот. С точки зрения еды, опять-таки, да, там, тоже стал... То есть масса плюсов. Из минусов, да, если ты очень так поверхностно относишься к таким элементам, как растяжка, как прокатывание роллом, там, массаж, в баню там сходить, да, для восстанавливаться, да. Ну, да. в баню я так особо тоже не хожу. Да. Это последний пункт, который мне надо каким-то образом, да, дисциплинировать себя там. Вот. Плюсов много, и еще один плюс, моя старшая дочь тоже начала бегать, пробежала марафоны, да. Вот, марафон? Тоже. 3 марафона у нее, быстро, из 4 часов, молодец.
Вот, полумарафоны бегал, потом на велосипеде ездит. Ну, то есть она так к спорту приобщилась, да. Вдохновили. Да, она в большей степени, да, и я помог в этом деле. Ну и, конечно, она сама умница. А кого-нибудь еще из окружения вдохновили? Я думаю, что да, и я не буду как бы сам себя хвалить. Вот. Ну, на мой взгляд, это сотни людей, потому что мне постоянно вокруг да, говорят и говорят, вот вы меня там вдохновили, я слушал, видел. Вот. Ну, даже вот для примера, я работал в Казахтелекоме, был генеральным директором одного, самого крупного технического юнита. Это главный центр управления сетями ГЦУСТ, телекоммуникаций, да, ГЦУСТ, это основной технический бэк-офис, да, там, то есть мы его организовывали, все эти процессы делали. И там я организовал секцию бега, мы привлекли тренера, там, половину оплачивали за счет предприятия, половину сам. Вот, и я посчитал, всего у нас занималось регулярно бегом более 50 человек, 56 что ли, и 18 человек марафона пробежали. И Турсунгали Алибаев, сейчас это же звезда, вот, он мой коллега в Казахтелекоме, он бегает постоянно, то есть с детства, но не системно это делал, и вот он приобщился, сейчас это один из сильнейших бегунов. Вот, и я не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в своем возрасте. Да. Это да, прекрасно. Если сейчас обернуться, допустим, ну я молодой, мне 25 лет, и если обернуться на 5 лет раньше, когда я только начал бегать, я тоже начал бегать из-за стресса. У меня была такая сложная работа, я занимаюсь логистикой, и там очень много деталей, и всегда нервничаешь. Что-то, какие-то проблемы да и появляются. Я помню то, что я сперва познакомился с триатлоном, в YouTube сидел, увидел про триатлон видео и думал, нет, триатлон это слишком сложно для меня пока что. И начал увлекаться бегом, и смотря этот весь путь, и я сейчас сижу с вами, записываем подкаст, сделали такой крутой инфопродукт про бег, я надеюсь, что наш проект станет каким-то импульсом для любителей, которые хотят начать, но сомневаются в себе. И вы как вот живой пример того, что никогда не поздно, и можно мечтать, стремиться и ставить глобальные цели. На самом деле 6 мейджоров — это не всем подвластно, если честно сказать. Вы первый мейджор во сколько лет пробежали, получается? В 17 году, это получается, мне 52 года было. Вот. Да. То есть 49 лет я начал бегать. Вы прекрасно выглядите. Да, спасибо. А слот қалай алдыңыз? Это тоже, я же говорю, на все воля Всевышнего. I Love Running проводил, им выделили 7 слотов, и они между своими значит, членами клуба проводили такую лотерею. Это было в конце июня 2017 года. Значит, я тоже подал туда эту заявку, и буквально не прошел суток, как мне звонят и говорят, все, вы выиграли. Вот, 5 человек из России, одна девушка из Латвии и 1 человек из Казахстана. Это все, получается, на всю франшизу I Love Running выделили 7 слотов на да, мейджор? Да, на Берлин, да. И вот таким образом я поехал в Берлин. Ну, тогда я уже не тренировался в I Love Running, я решил сам попробовать тренироваться, и я сам тренировался. Ну, было всего 4 тренировки, конечно, там какие-то книжки смотрел, там все это. Вот. И пробежал на тот момент очень неплохо, 3:28. Вот. И самое главное, я попал в эту атмосферу, потому что когда ты попадаешь на мейджор, там особая атмосфера. Тем более там Берлин — это один из моих любимых городов. Вот. И вчера мы с коллегой обменивались мнениями, да, там, о том, что люди же очень часто мыслят стереотипами, да, очень часто мыслят стереотипами. Например, мы про Берлин, у всех стереотип о том, что это скучный немецкий город. На самом деле Берлин — это условная Мекка там всех творческих людей в Европе. Вот. И вообще Германия — это не та, которая в нашем представлении там скучные. Которые все по правилам делают. Да, нет, это смесь разных наций, культур. Время изменилось. Да, и
Вот. И Берлин, я до этого часто бывал в Берлине, и вот надо же мне вот в один из моих самых любимых городов, я попал и пробежал этот мейджор. И меня, конечно, просто это все, как говорится, это все расколбасило. И тогда я принял решение о том, что я буду остальные мейджоры бегать. И только тогда я узнал о том, что существует вот эта серия забегов Six Star Majors. Потому что когда ты окунаешься в эту атмосферу на экспо, вот, и действительно ты понимаешь о том, что вот есть возможность, есть цель, надо ее себе поставить, надо достичь. Мы так незаметно залезли в этот огромный блок мейджора, я все его хотел как-то оттянуть, чтобы потом у него прям залезть в него и до конца чисто его обсуждать. Но раз начали, вот у вас был первый Берлин мейджор. Вот для любителей или остальных, с какого посоветуете начать? На какой целиться первый? Берлин. Берлин, да? Берлин проще всего попасть. Мгм. Берлин проще всего попасть, потому что есть определенного рода лайфхаки. Надо регистрироваться командой. Сейчас мы об этом тоже еще поговорим, Да, сейчас спросим. надо регистрироваться командой, и если один проходит, и желательно большим количеством, например, вот у вас команда Жиля там, Да. человек 20 подали заявку, один, если пройдет, все остальные 19 тоже пройдут. Это так работает, да? Да, да. Алдында менен Алисон сұраған. Ага. И- Сол сұрақ қой онда. Вот. И плюс все-таки, в Штаты, за океан, это и дороже, и дольше лететь, и все. А все-таки Берлин, 7 часов до Франкфурта, и там, условно, час, или на поезде можно спокойно проехать. А вот да. вы не помните, у вас поездка в Берлин плюс-минус по средствам во сколько обошлось? Это были билеты, на тот момент, я не знаю, я заранее все брал, может быть, там 500 евро это стоило там, и отель. Вот, за слот, я не помню, сколько там, обычно где-то в районе там от 120 до 200 долларов Мгм. слот стоит. Вот. Довольно, как это? Нет, есть разные варианты. Можно бюджетную гостиницу взять, можно, Airbnb, или многие там в хостеле Да. размещаются. Вот. И потом это же одна из возможностей, ты когда совмещаешь приятное с полезным, как говорится, да, там. Беговой Да. туризм. Да. У меня вот так получается сейчас, что у меня отпуски фактически связаны с каким-то марафоном, да. Сіз марафонға баратын кезде жаңағы мейджорларға семьяңызбен бірге барасыз ба? Саяхаттап, демалып. До этого я не ездил так, да, сейчас я думаю о том, что надо. Да. Да. Чтобы они тоже окунулись во всю Да, эту атмосферу. В Токио, да, мы вместе ездили. Да. Замечательно. Что? А как вообще семья относится к вашим тренировкам, когда вы только начинали бегать? Положительно все, потому что я никому не мешаю, да, условно, да, не вызываю проблем, да. Рано встал, оделся, собрался, ушел, вечером пришел. Вот. У нас, к сожалению, все-таки, опять, вот я говорю, там, с некоторой обидой постоянно об этом, да, там, мало условий для занятий легкой атлетикой, вот, нету манежа. Вот, не знаю, там все обещают городские власти, да, там, что построить манеж, да. Вот, плюс, локаций мало. Ботанический сад, да, там есть Алматы-арена, там, где мы все Там все равно машины есть. по выходным, да, Ну, бегаем, выходных да. только. Вот, стадионы тоже там платные. Вот сейчас запасное поле сделали дорожку, там великолепная дорожка. Вот, и, надеюсь, там будем заниматься, да. Вот про манеж мы с Ержаном, у нас с Чанарсановым выпуск был, мы там тоже поговорили, что не хватает беговых условий в Алмате. В Астане не знаем, конечно, но в Алмате точно не хватает. Видите, дело в том, что, я же говорю, у нас, к сожалению, вот так сложилась такая культура, когда идут по пути так называемых быстрых побед, да, там. Да. И, например, вот я лично, да, там, я не вижу целесообразности натурализации, кенийцев. Да. Это
эти деньги можно было вложить В школу. в тренеров, да, потому Да, что вот она установила, это кенийская, да, там, бегунья, да, там, с казахским паспортом, она установила, значит, мировой рекорд, он фактически национальный, но он же фактически не будет досягаем для многих, Да, да. это демотивация, это раз. Вторых, она только появляется условно там в какие-то определенные моменты, наверное, за стипендии приезжает, ну, я не знаю, да, там, вот, ну, это мое личное мнение, я считаю, что это неправильно. Ну да. қазақтың туын қазақ көтермегеннен кейін несі қызық Иә. оның. Ну, это такая тоже большая, глубокая тема. Так, возвращаясь к Да. мейджорам, Мгм. у вас вот порядок, как вы выступали, Берлин, потом... Берлин, потом Чикаго в 2018 году. Тогда я тренировался, значит, Александр Кузин удаленно нас тренировал, знаменитый украинский марафонец. Значит, здесь нас саппортил Геннадий Зеленский, к которому я тоже с огромным уважением отношусь. Вот, Гена большой умница. Space Team. Да, Space Team. Мы тогда вот как раз и Space Team занимались. А там Саша Кузин. Саш, привет тебе, да. Вот он сейчас, конечно, Украина переживает нелегкие времена. Саша там на Украине, мы там созваниваемся, поддержим его. Вот. Его супруга тоже знаменитая марафонка Татьяна Кузина. Саша уникален тем, что до сих пор его рекорд 2:07 с чем-то в Линце, это в Австрии, до сих пор не побит никем еще. 2:07 он бегал. Это сильно, да. Да. Значит, и насколько я знаю, я не знаю, может быть, эту информацию устарел, Татьянин тоже рекорд до сих пор держится на римском марафоне. То есть она победительница, в том числе и римского марафона. Вот. И он писал нам планы. Вот. И здесь мы с Геннадием, Гена нас поддерживал, там тренировал вместе с Турсунгалием, мы вместе все, Айдос, мы там, Кушуев, да, все вместе с Паистими были. Вот. И тогда я поставил свой рекорд до 3:08:25 Мгм. или 23, не помню. Вот. И тогда действительно я поверил в свои силы, потому что я прибежал, и я подумал, а что я быстрее не прибежал, да, сам себя силы поберег. были, да, Да, как будто? да, да, да. Вот после этого у меня была травма, причем такая, ну, бытовая травма, и это с бегом не связано было. Вот. Ну, я очень долго терпел, хотя на самом деле надо Не было стоило, это- да? Да, не стоило. Да, и дотерпелся до того, что там понадобилось там хирургическое вмешательство. Там, вот. И поэтому, когда я поехал в Лондон, это было в 2019 году в апреле, я тогда всего где-то 1,5 месяца тренировался и пробежал 3:32, ну, тоже достаточно неплохо. Вот. После этого был Нью-Йорк в 2019 году. Удивительный тоже забег. Вообще тоже люблю. Все люблю мейджоры. Там Нью-Йорк — это особое место. Вот. Потом наступил перерыв, связанный с пандемией. В 2021 году осенью, в октябре, пробежал Бостон, хотя обычно Patriots Day, это в апреле проводится, 3-й понедельник апреля. Вот. Но перенесли из пандемии. И вот, наконец-то, дождался Токио, да. Да. Ну, как ощущение после 6? Ну вот, как вы пробежали Берлин, я так понимаю, вами такая завладела идея фикс, да, появился пробежать все 6 мейджоров, и вот целенаправленно вы шли прям, ну, если по годам смотреть, прям очень уверенно, 17, 18, 19, 20, там, перерыв из-за пандемии, и получается, ну, грубо говоря, вы за 4 года пробежали все. Ну да, по дороге я еще сбегал берлинский марафон Еще раз. за компанию, да, там поставил свой личный, это в прошлом году уже под руководством нашего замечательного тренера, считаю, тренер номер 1 Альбина, большое спасибо, привет. Вот, Альбина Наумова, все ее знают, все хотят к ней попасть. И Ну, даже А-Тим? A-Team, да. Space Team'нан А-Team'ға қалай? Вот предложили мне, Мгм. да, Альбина, нас было еще малочисленно, команда. Вот, Жамбулат Кадыров, Жакинтий, он мне говорит, Асике, пошли к нам.
Я говорю, ну давай. И пошел. И действительно, Альбина уникальный человек. Она помимо того, что она уникальный тренер, который постоянно развивается, вот она общается, значит, с тренерами, которые готовят марафонцев на Украине. Помимо этого, она постоянно что-то новое узнает, читает, совершенствуется. И плюс человек огромных человеческих качеств. Вот нас 30 чем-то человек на тренировке в команде, вот мы бегали, да, там каждому подойдет и каждому укажет, когда она здесь была, сейчас она в Грузии, и каждому укажет. Я такого тренера еще не видел, мы ее всей командой просто обожаем. Менде бір сұрақ бар, ол Альбина ханымға жазылуға бола ма, әлде оған бір сараптау жасай ма? Это сложно, да. Сейчас у нее много, она ведет и триатлетов. Булат, вот, была такая история, это на самом деле не анекдот, вот, а быль. Значит, одна моя знакомая загадала желание, попросила у Деда Мороза, 2 года она стучалась к Альбине, загадала желание, попросила у Деда Мороза желание, чтобы попасть к Альбине. Вот, и Дед Мороз выполнил ее желание, да. Вот. Получается, ол кісіде барлығы жаңағы мейджор марафон жүгіреді. Жоқ, разные. Просто надо написать Дед Морозу. Да. И все, и ты попадешь. Но нужно знать, куда писать. Да. Email. Ну, если на A-Team посмотреть, то у вас прям собралась прекрасная команда, потому что я помню, в 22 году летом все перебрались на центральный стадион, и у нас тренировки 6 утра, и у вас, и на вас смотрим, и там все такие мужчины подтянутые, успешные. Да, успешные. Там и Айдос, и Ержан, то есть очень много. У вас прекрасная команда на самом деле собралась. Потому что у нас атмосфера такая. Вот. Все ребята у нас такие дружные. Вот. Есть такие особенности, которые там... Альбина старается и по человеческим качествам подбирать, чтобы друг другу соответствовали. Это такой маленький секрет. Я раскрою. Ну, надеюсь, ничего не будет. Да, она сначала изучит человека. Мне так не то, что кажется, я знаю уже точно, и все знают. Она сначала, прежде чем взять его, она изучит его, поговорит, посмотрит по соцсетям. Это вот действительно это тренер от Бога. Ну, ей важно климат в команде. Да. И ей самой комфортно. У меня вопрос вылетел. А как вы вообще... Сейчас мы замечаем такую тенденцию, то что очень много тренеров становится. И сейчас без хейта, но есть ребята, которые, допустим, пробежали пару марафонов, стали тренерами. Как вы к такому относитесь? Я положительно. Пусть их будет много. Вот. Все равно человек... Знаете, человек будет сам выбирать, потому что мы же все, условно, хозяины все своей судьбы, да, все познается в сравнении. Если, например, он у одного тренера позанимался, не удовлетворен результатом, да, там, то он может перейти к другому. Я единственно против такой методики, когда загоняют любителей. Мы же любители все. А есть такие тренера, которые условно относятся там, как к профессионалам, да. Этого не стоит делать. И оттуда вот эти травмы, разочарования. И некоторые даже бросают. Я знаю некоторых таких ребят, которые и вследствие этого бросили бег. Вот. Ну, то есть здесь помимо базовых каких-то навыков обучения, образования, да, очень важны человеческие качества. Вот. А на что обратить внимание, когда выбираешь тренера, любителю? Наверное, поспрашивать тех, которые у него занимают. Наверное, обратная связь лучше. Обратная связь, да, лучший способ, да, это узнать, что, как он, где, какая методика у него, да, потому что, все мастера сейчас создавать саморекламу, да, там, вот, а лучше всего, конечно, узнать мнение других. Меня все не отпускает мысль о мейджорах. Но все-таки это такая заглавная тема. Я вот хотел спросить по лайфхакам, возвращаясь к вопросу. Вы сказали, есть лайфхак, что подаваться командой.
Да. Что еще есть? Такое же правило действует в Чикаго. То есть можно в Чикаго так. В Берлине и в Чикаго. В Чикаго, да. Значит, лайфхак еще есть один на Нью-Йоркском марафоне. Там как квалификацию принимают время полумарафона. Мгм. Причем полумарафон алматинского, потому что наш да, алматинский сертифицирован. сертифицированы. Ребята молодцы с Алматы марафона, да, и плюс сертифицирован астанинский марафон. Именно Да, марафон, да. То есть все возможно. Мгм. жартылай марафонның уақыты қанша болу керек жаңағы ешқандай слотсыз өту үшін? От возраста зависит. От возраста? Да, возраст для мужчин одна квалификация, для женщин другая. Там, в Бостоне самая высокая квалификация по возрасту там. Вот, но там действительно самые быстрые участники, это все познается в сравнении. Я когда стартовал, там же еще уникальная черта Бостона о том, что там 50/50 гендерный состав, там 50% они дают прям женщинам. Вот. И бегу, и вот чувствую что-то не то. Никого нет рядом. Нет, наоборот, все быстро бегут. Все Черепашек быстро. обычно же бывает, мы так называем условно, Да. черепашки, да, там. Вот, не черепашек. И вокруг озираешься, девчонки, женщины бегут вообще просто, где перед тобой пятки их не сверкают. Это Бостон. Потому что там в основном это квалификация. Там же нет лотереи. Там благотворительность только и квалификация. Благотворительность там есть, не знаю, сколько там, порядка там 20, что ли, процентов выделяется. 32 тысячи участников, из них 5 тысяч отдаются под чарити, благотворительность. И вот 27 тысяч, это выбирается, значит, самых быстрых бегунов. 300 тысяч заявок. 300 тысяч. На Нью-Йоркский марафон 500 000. Но в Нью-Йоркском марафоне он самый массовый, 56 тысяч. Участников. Когда я бегал в 2019 году, это был рекорд 56 тысяч. Насколько это большая толпа? Это нереально большая толпа. Это нереально большая толпа, но это такой драйв. Я когда свой первый мейджор, я всем рассказываю, когда я встал на старт в Берлине в 2017 году, посмотрел на часы, пульсометр, у меня пульс был 160. Я стоял. Адреналин просто нереальный. И вот я почему еще советую с берлинского марафона, потому что в Берлине вот эта атмосфера старта, она особая, нигде такого нет. Вот что в ней витает? Вот я еще расскажу более подробно. Если ты будешь в Германии, там советую обязательно сходить на футбольный матч, потому что считается, что самые крутые болельщики не в Англии, в Германии. И действительно атмосфера там весь стадион в едином порыве поддерживает как и свою, так и команду соперника. И вот там же условно такие небольшие, там 30 до 40 тысяч, или чуть больше может быть стадион, он полностью заполнен, и поддержка бешеная, независимо, это клуб Айнтрахт или там Бавария, да, там, предположим, да, там. И вот эту атмосферу, и там есть определенный, как бы такой жест, да, со стороны болельщиков, когда они вот так хлопают над головами, поддержкой. А что, это просто поддержка? Да, вот так начинает. Это нужно будет посмотреть, кстати, в Ютубе, да, там, как это просто заводят команду, так, над собой, когда хлопаешь, да. Вот, я сейчас показал, но сейчас я все разрушу. Там, наверное, сложно, да, не отдаться этому порыву. Да, и то же самое происходит на старте этого берлинского марафона, да, это они прям вот футбольные вот этот болельщики переняли, да, вот этот способ заводить это. И ты когда стоишь, я же говорю, 160 пульс, вау, как ушел, да, все уже, то есть Берлин топ, и все классные марафоны. Я представил, у меня сейчас мурашки пошли. Это вообще, конечно, удивительная атмосфера, да. Вот. Любой мейджор, вообще массовый, мейджор все-таки особая атмосфера, там везде, особенно в Штатах, они же такие очень, скажем, дружелюбные, да, там, по отношению, ты везде, ты идешь, и тебя спрашивают, ты что, марафон бежишь, молодец, там это, все пойдем, в любом кафе, в любой гостинице, в Берлине тоже так же, да.
как вы отобрались, ну, на каждый из мейджоров? На первый вы попали лотереей, на Бостон вы отобрались по времени Квалификация. квалификации, да. Потом Чикаго лотерея была. Лондон я участвовал в чарити, Мгм. потому что туда труднее всего попасть. Ну, мне тоже повезло. Ну, кстати, есть еще один лайфхак, который на все можно применять мейджоры. Это можно через турагентство. Специальные турагентства есть, Мгм. которым выделяется определенное количество слотов. А как их найти такие? Их масса, я вам Просто, допустим, дам контакты. рекламу, да, выбиваешь. Да, они есть на сайте каждого марафона. А, Вот. И по деньгам, кстати, вот выходит, что даже дешевле поехать с travel-агентством таким специальным, да, там, спортивным, потому что у них особые цены на отели. И в этот же момент, ну, представляете, там, 56 тысяч, да, там, условно, там, в Нью-Йорке, да, там, и как минимум кто-то приедет не один, там, с группой поддержки, там, это же цены сразу на отель вырастают, Да, да, да. там. А у них цены вот так получается. Мы даже сравнили, я вот последний Берлин вот таким образом, потому что заскочил на подножку уезжающего поезда, вот мы с ребятами с команды тоже вот так через агентство ирландское, одно замечательное агентство, кстати, да, Sports Travel International, потом вы можете ссылку там даже дать, да, вот, надеюсь, они мне дадут слот бесплатно, да, за рекламу, я всем рекламирую. И получилось это дешевле, чем самостоятельно я распланировал поездку. А вот... Лайфхак. Лайфхак, да. Да. Вполне себе, в целом, вполне себе лайфхак. Есть еще какое-то эстонское агентство, вот, тоже надо узнать, говорят, у них тоже постоянно есть слоты, но вот это английское, ирландское агентство, оно очень крупное, у них очень много слотов, да, дают. Это круто. Не, миым қайнап жатыр ғой информацияның бәріне ше қазір. Сразу хочется, да, так прийти, Да. записать все это. А что, еще не поздно всё. в Берлин подготовиться, да? Все, я завязываю с половинкой. А какая из трасс больше всего понравилась? Я знаю, что Берлин, у него самый маленький этот набор высоты, да? Самое быстрое она считается. Да. Да, плоско. Берлин классно. Если хотите поставить личник, то, конечно, это надо в Берлине. Вот, ну, марафон непредсказуемое дело. Там на моих глазах тоже в Чикаго один мой друг, он был готов из 3, там вот просто феноменально там бегал на тренировку, все, туда поехал, и что-то вот не сложилось. Не сложилось. Да, да. Вот. Самое сложное для меня был Нью-Йорк. Нью-Йорк был, потому что там большой набор высоты именно на второй половине, после 28-го километра, когда на Манхэттен забегаешь. Там есть мост на 28-м километре. Вот. Там же вообще Нью-Йорк тоже уникален тем, что ты пробегаешь через 5 Бора, это вот район Бора Да, называется, да, там. И последний Бора — это Манхэттен. И вот прежде чем забежать на Манхэттен из Бруклина, когда ты выбегаешь, вот, там есть мост. Мост, протяженность его 1600 метров. Знаменитый Бруклинский мост, который. Он, Или другой? Нет, какой-то другой, да, я что-то вот не помню, как он называется. Ну вот, и там идет набор высоты, 800 метров ты набираешь, а потом 800 метров спускаешься. Ничего себе. И это все на втором уровне, там же закрывают сверху и автомобили, а внизу, значит, второй уровень, там, где тоже автомобили ездят, и его закрывают на время марафона. И ты когда бежишь, там же нет болельщиков, Да. да, и вокруг все эти пыхтят, и там тысячи бегунов, и набор, да, и вот идет же еще набор, и ты когда вот все 800 метров набрал, потом спускаешь, думаешь, ну все, я вот выбегаю, помню, и как раз это первое, что ли, авеню, на Манхэттен, и смотрю, боже мой, там вот так. Опять горка. Гора затяжная. И меня как прибило, просто нереально. Вот. А первую половинку я пробежал за 1:27. Думаю, ну все. Сейчас Всё, будет из 3. Да, из 3 спокойно. И все. И потом как меня прибило. Вот. И потом уже 4 километра до финиша, Центр парк знаменитый, да, там, Центральный парк.
а там сплошные горки. И вот 4 километра, горки, горки, горки. Я прибежал, в сердцах сказал, больше я не бегать не буду, да. Причем я прибежал за 3:11, а я ставил перед собой цель тогда подобраться к 3 на тот момент. Кстати, я в 2020 году у меня подготовка была великолепная, но вот, к сожалению, пандемия. Сыграл я тогда и 10 из 40 минут выбегал. Вот. И теперь я, конечно, теперь я хочу обратно в Нью-Йорк пробежать. Только хотел спросить, да, по прошествии лет хочется ли снова? Да. А вот когда вот сложно, вот горки начинаются на второй половине, как вы себя вот во время бега заставляете бежать, не сдаваться? По-разному бывает. Вот марафон чем уникальный? Это фактически ты какую-то маленькую часть жизни проживаешь, да, потому что в жизни же всякое бывает, там и радость, и огорчение, и неприятие, да, там. Это все ты в течение, там, кто-то в течение 4, кто-то 5, кто-то в течение 3 или Да, 30, да, там. Разные эмоции бывают, и бывает иногда ты бежишь, думаешь, ну зачем мне это все нужно, боже мой, да, зачем я это, вот, а потом, кстати, советую прочитать, меня очень сильно замотивировала, это книга, это знаменитый Тревор Мэйси, ультрамарафонец. Да, как же книга называется, боже мой? Название не помню, но мы найдем и либо в описании положим. Там есть, значит, несколько правил. Первое, благодаря которым я тоже поменял отношение к жизни, это первое правило 4:30, потому что его отец вставал в 4:30, правило 4:30 называется. И еще замечательно, там есть несколько правил. Еще одно правило, значит, что я делаю и для чего я делаю. Это что значит? Вот когда тебе трудно, ты вот бежишь, да, там, например, там, я вот, это прям правило испытал в парке первого президента, да, там же горочка такая, ты когда бежишь, думаешь, ой, елки-палки, когда это закончится? А потом ты думаешь, что я делаю? Я бегу в горку. Для чего я делаю? Для того, чтобы, предположим, там, подготовиться, там, к Нью-Йоркскому марафону. И все, и тебе легче становится. То же самое, я вот это правило использую и на марафоне. Что я делаю? Я бегу, исполняю свою мечту о шестеренке, да, вот так прям. И это помогает. Главное понимать, зачем ты это делаешь. Главное, да, не останавливаться. Потом, там же есть тоже много разных методик, да, там кто-то может в поток состояния уйти, да, там. Вот, например, в Чикаго я такое состояние поймал, это, конечно, потом оно ко мне, к сожалению, не приходило, да. Прям вот поток, ты от всего абстрагируешься и плывешь по течению. Это вот у меня в Чикаго было. Вот. А есть такое, можно, такое, условно, там, для того, чтобы тебе легче было, такое правило, что ты выбираешь перед собой какую-то цель, например, там, светофор или там билборд, и вот к нему бежишь, достиг, ну, то есть разбиваешь на какие-то, да, цели, да. Вот. Очень часто я вот такой, когда мне очень сложно, я вот такое использую тоже. Разбиваю на цели. Вот. Цели у меня светофоры. Я стараюсь выбирать самый дальний светофор. Насколько хватает. Да, насколько вот глаз цепляется, вот и к нему бегу, да. У меня цели впереди бегущие бегуны. Обогнать, потом второго догнать, дальше. А что вас вообще мотивировало собрать шестеренку? То есть это же долгий путь, это нервы, это затраты, это столько времени нужно потратить на тренировки. Это как минимум 6 тренировок в неделю, наверное. Да, от 6 до 9. Не знаю, прям вот такого, что свое часовое удовлетворить, вот я буду там, у меня шестеренка будет, и все, я такой красавчик, такого не было. Не знаю, как-то просто себе челлендж. Я очень часто себе челлендж задаю в жизни, на работе и везде. Вот. Ну, такой некий челлендж. Это, да, надо достичь. А какой следующий челлендж? Пока не решил. Единственное, что я, вот мне говорят, ой, ты, наверное, это бросишь бег, там, все, тебе это больше не надо. Нет, бег я не брошу, я его люблю. Кстати, я, когда обратно летел, 7 часов же силу лететь, перед отъездом, у меня есть замечательный друг, Ербол Николеев, мы вместе в Москве, он старше меня, в Москве вместе учились, в другом институте. Вот, он перед каждым
ну, практически перед каждым марафоном он мне какой-нибудь там, так, как называют, бота дает, в виде там то 50 евро даст, ну, чисто так символически, да, там типа, да, то там 50 долларов даст, да, там, если в Америку поеду. А в этот раз Ербол, золотой мой друг, он что сделал? Он взял мне, подарил книгу Мураками. О чем я говорю, когда я ее читал, я ее очень люблю, эту книгу. Он подписал и в конвертик положил 1000 йен. Символически, да, там тоже, да, там. Вот. И я на обратном пути начал читать ее, перечитывать заново. Эту Харуки Мураками я люблю, я обожаю его книги. Есть очень много, я потом расскажу. Там советую, есть книги, которые я просто обожаю, вот, которые вообще в целом изменили даже во многом некое мое мировоззрение. Вот. А в этой книге он рассказывает о том, как он пришел в бег. Вот. Он же действительно, если вкратце там пересказать содержание, он тоже никогда не бегал, спортом не занимался, вот, был владельцем бара, с утра до ночи работал, да, там, в этом. И потом он ради здоровья решил заняться бегом. Вот. И я начал снова перечитывать, пока летел, перечитал заново. Вот. И понял еще раз, а он с такой любовью пишет о беге, да, он же тоже бросал, в триатлон уходил, да, там. Ну, вообще, когда что-либо описывают, прям, если ему что-то нравится, прям видно в его тексте, что это он ему нравится. И я вот читаю и думаю, боже мой, я же тоже люблю бег вообще, просто люблю бег. И я сказал, не, никаких таких мыслей не будет. Там, Точно не брошу, да? Да, буду бегать, буду, и марафоны надо там опять испытать. Может, вот это. триатлон? Нет, вот у меня Не лежит это душа? не лежит пока, да, не знаю даже. Басқа марафондар ма әлде тағы қайта аласыз ба? Жоқ, қайталмаймын, ну, может быть, пробегу, там какие-то воспоминания надо обновить, например. Берлинге міндетті түрде баратын Жоқ, сияқтысыз ғой. Берлин, Нью-Йорк. наверное, Нью-Йорк. А. Нью-Йорк. Ну, и еще я бы с удовольствием Бостон пробежал. Бостон это вообще, это просто сказка. Каждому марафонцу советую прям достичь. Вот, кстати, одна из целей. Бостон. Поставить цель, пройти квалификацию. Мгм. Пройти квалификацию, да. И тогда, вот если поставишь эту цель, вот, соответственно, ты можешь там тренером заниматься или еще, ну, Бостон надо обязательно пробежать, потому что это удивительная атмосфера, это действительно самые элитные бегуны. Вот на любом марафоне, если ты одеваешь куртку вот эту Бостон, Бостонскую. сразу уважуха. Ты идешь, все говорят, ну да, чувак, Бостон пробежал, да. Уважаем, пропускаем. Да. Орын И- беріңдер деп ше. Да, и я когда в Берлин первый раз приехал, я же еще вот этого все не ощущал. Я смотрю, ходят мужики и прям такие разорванные, такие потертые там, Бостон какого-нибудь 90 какого-то года, куртку. Она же сразу видно, Бостон Да. это уникальный, у них этот мерч уникальный. И Лошадка. он с такой гордостью носит. Я такой, тогда меня тоже цепанул и думаю, боже мой, я тоже хочу. Да. Ну, хорошая цель, да. Я с гордостью нашел куртку эту, да. Вот в Токио одевал, и кто разбирается, ну, японцы такие достаточно закрыты, вот а американцы встретили, они, о, типа, ты крутой, да, ты Бостон А пробежал, вот да. 6 мейджоров пробежали, 6 раз проживали вот эту вот особую жизнь, да, маленькую. Да. Какие откровения, с которыми вы можете поделиться вот во время этих пришли к вам? Инсайт. Вот и я тоже не буду скрывать, вот подготовка к этому Токио мне очень тяжело далась, да, там Мгм. как-то то ли я перегорел, то ли еще зима же такая очень холодная была, да. Вот, в принципе, зимой вообще без проблем всегда бегал, а в этот раз как-то я себе очень тяжело заставлял, я даже не выполнил, там, часто не, там, скажем так, не набрал того бегового объема, который обычно набираем. То есть мы там бегаем по 120 и по 140 километров в неделю, да, там, во время, в пике. А в этот раз у меня максимум было там 93, что ли, там. То есть такой... И в этом плане, я же говорю, наша Альбина это уникальный человек. Я когда сказал, я говорю, вот не хочу себя заставлять вот так вот умирать и все.
Она говорит, ну ладно, давай. И мне такой план сделал, в котором я достаточно комфортно, но все равно у меня вот это желание было, я хотел быстрее. Ну мы же все люди, каждый максималист, мы хотим все и сразу. Ну да. Вот. И когда, конечно, вот достиг этого, я думал, честно говоря, у меня будет больше эмоций, будет мне там колбасить, там, не знаю, там, как после Бостона, я 3 дня не мог успокоиться. Мне Пульс 180 был еще, да, да, 3 у дня. меня колбасило просто, потому что Бостон это была моя мечта прям. Вот. Я на Бостон 1 раз не отобрался. И тогда я просто так... И мне не хватило, в тот момент они котов, у меня по квалификации я проходил, но все равно они котов, ну вот это время там на 2 минуты надо было еще быстрее. Я вот, кстати, в Чикаго я приехал с какой целью? Я когда вышел на старт, я ничего не видел вокруг, у меня только вот так было. Таргет, Бостон, вот это все. И я побежал, я вообще не помню даже ни улиц, ничего. На следующий день я уже ходил, боже мой, потом смотрю, я же здесь был, потому что вот эта черта, расчетывают же трассу, да, там 2 синих линии в Чикаго. Я говорю, ёлки, я же здесь был, оказывается. Ничего не помню, да? Вообще ничего. Вот тогда это прям меня вот такую цель поставил, и я вот прям все отдал себя весь, да, хотя я с запасом прибежал, да. Вот. И в этот раз я думал, что будет так, и, достаточно было это, да. Прибежал, море эмоций, еще Ерлан вслед за мной прибежал, мы вообще там так радовались вдвоем, столько фотографий у нас есть. Вот. Потом я понял, что, да, вот достиг, и как-то себя самого -то уже успокоил, говорю, ну вот, молодец, сам себя похвалил, говорю, молодец, все это сделал. Вот. И на трассе в этот раз мне тоже так, нелегко было там после 25-го километра. Вот на 38-м километре Гани Султанов мне, спасибо большое, Гани, привет тебе, молодец. Он догнал, говорит, Асики, вы что, давайте это. И мы вдвоем 2 километра побежали. И уже, когда я увидел 41-й, 42-й километр, смотрю, близко финиш. Арка. Не арка еще, да, я от него как втопил, да, он, да, вот, убежал от него, потому что я уже вот эта вся эйфория, вот, сейчас она, шестеренка рядом, быстрее, да, надо. Вот, и так теперь я горд, я не скрываю своих эмоций, значит, вокруг меня люди, мои друзья особенно, там очень гордятся мной, да. Вот, и, да, мне на базаре даже узнал, говорит, я про вас читал, говорит. Классно. Надо какую-то цель, да, теперь поставить еще. Пока нету, да? Пока нет, я даже и толком не бегаю, там всего 2 раза пробежался, да. Вот, со следующей недели начну. Вот, уже втягиваться потихоньку. Какая-то цель появится, обязательно появится. Ну, я вижу ваш финиш на коне. Кажется. Не знаю, я к триатлону очень прохладно, потому что у меня с плаванием не очень дружу, да. Ну вот вы про бег раньше, наверное, также думали, что не очень дружите. Может быть, да. Приступим к главному, посмотрим на медальки. Сейчас будет чуть-чуть шумно, мы их поднимем. Упс, осторожно. Это Так. Бостон. Это Бостон. Это Бостон у меня. Так, где Берлин? Вот Берлин. Вот Берлин, да. У меня 2 Берлина. Нет, 1 я здесь взял, да. Это первый, который 17. Да, это первый, 17-й. А оказывается, у меня на сайте самое быстрое время 22-го года Берлин дали. А вообще у вас самое быстрое вот Берлин, да, Берлин второй? 3:07:55. Очень хорошо. Қазақта бар еді онда бүйтіп ше жұғысты болсын. Так, вот он. Это Берлин. Самый первый был потом. Потом был Чикаго. Да. Вот, Чикаго, где он? Вот оно, Чикаго. Кстати, очень красивая медаль. Очень красивая медаль. Чикаго. Вообще все медали, конечно, красивые. Что замечательно. Да, потом был Лондон. После этого Нью-Йорк, видите, большое яблоко. Да. Big Apple. Big Apple, да. Алматыда жүгірген ғой мынаны. Вот. Так, это Лондон. Да, это вот Бостон.
вот 23-го Токио, и мне выдали 20-го года. Тоже очень благородно поступил. Ну, әдемі екен. Какая Я- классная медаль, как Мне- олимпийская. Олимпиаданың бірінші орын сияқты мына шынымен. Я- Мне нравятся токийские дизайны вообще в целом, Вообще японские. они, да. Да, вообще и шикарно. японцы в Веге вообще монстры. Да. Они сумасшедшие. да. Особенно в Экидене. А вот эта медаль, это токийский марафон этого года, он был примечателен тем, что он вошел в книгу рекордов Гиннесса. По какому показателю? Самое большое количество участников, финишеров Six Star, больше 3000. И это официально, есть даже сертификат, можно купить на сайте World Marathon Major. Вот, и такая медаль. Получается, всем сикстарам дали такие медали. Да, ты ее, да. И вот она. И вот она, самая самая, заветная. самая заветная. Да, да. Да, видите, как она даже сделана, она такая большая, и ты когда ее держишь, да, ты понимаешь о том, что она что-то значит. Да. Цель была реально большая. Да, мына да. қолда ұстағанның өзі бар ғой пульсім көтеріліп кетті. Не, прям замечательно. Сегодня тренировка была, но вечером еще одну сделаем Да. на этой мотивации. Да. Блин, очень круто смотреть на вот все медали и понимать, сколько работы за ними стоит, сколько целеустремленности, вот именно вот этой вот целенаправленности и следованию своему вот какому-то плану, приверженности своим действиям, не отходить от своих каких-то этих, придерживаемых целей. Понимаешь, что бег действительно дает очень много в плане... Кроме того, что он дает тебе просто хорошую физическую форму, он, помимо этого очень много дает ментального. Да. И на самом деле, я же говорю, я еще раз хочу повторить, я никакой не супермен, да. Вот. И просто это обычно любой человек может к этому Вы прийти. Бэтмен. Да. Все, мы вас рассекретили. Да, да. Да. Вот, и действительно, любой человек, если он поставит перед собой цель, неважно, в беге, там, в жизни, в работе, вот, всегда нужно какую-то цель поставить и Идти к ней. стремиться к ней, да, там, вот. Где-то что-то отказать может, где-то что-то воспользоваться может, чьей-то помощью тоже не зазорно бывает, да, там. Цель всегда нужна цель. Вы говорили в конце потом, посоветуйте 5 книг. 5 книг, да? Да. Самая моя любимая книга в последнее время, которую я прочитал, это Харуки Мураками «Бесцветный Цукура Тадзаки. Годы его странствий». Вот, замечательная Интересно. книга, да. Я прям люблю про нее рассказывать. И когда я рассказываю, мне говорят: ух, ты так вкусно рассказываешь, что это мы пойдем, возьмем, почитаем. Вот. Это про нас, про всех. Вот, потому что там история такая, что мы же все, каждый человек, особенно подростки, с кучей комплексов, да, там, и вот вспомните себя, и я себя вспоминаю, там, ты думаешь, блин, вот, а почему я такой, а вот этот комплекс. И вот там философия этой книги я вынес о том, что каждый человек индивидуален, и каждый человек уникален, независимо от того, какой он возраст, национальности, там еще, вот, цвета кожи, тем более, да, там, это уникум. Вот я из этой книги, я прям даже в 2 местах, когда я читал, я просто, значит, расчувствовался, аж прослезился, потому что я узнавал себя. Вот вы почитайте, и вы себя тоже узнаете. Вот как он себя недооценит, оказалось, что он, этот Цукура Тадзаки, он яркий, все. Потом он через много-много лет к этому придет, а лучше к этому. Вот. И своим детям я советовал, подросткам, говорю, читайте эту книгу. Да. Вот. Потом Харуки Мураками есть тоже 3-томник. Он тяжело читается, если нужно момент. Вот такие книги есть у него, которые нужно момент поймать. 1Q84. Да. Да, это тоже прям, вот у меня прям она легла, и я ее с удовольствием прочитал. Вот. Потом мне очень из бизнес-литературы мне книга Фил Найта «Продавец обуви». Прям советую всем прочитать. Обалденная книга, вот, мотивирующая, просто невероятно, о том, что как обычный, значит, американский студент, выпускник,
бросил, пожертвовал карьерой, благополучием каким-то мнимым, да, и занялся своим любимым делом, и достиг этого, ну, все знают, что Nike — это одна из крупнейших корпораций. Советую прям прочитать. Вот. Потом, какая мне еще? Ну, вот эти книги. Мураками, я же говорю, я его люблю. Мой любимый спутник — это вот одна из первых повестей, прям тоже «Норвежский лес». Я с удовольствием перечитываю. Я вообще готов его перечитывать, да. Дайте угадаю, ваш любимый писатель Мураками? Да, он на самом деле Мураками, да. Я его просто обожаю, да. Вот. Не все мне заходит. Вот. Люблю Пелевина, но в последнее время он что-то как-то, видимо, что-то такое Исписался. невероятно курит, да, потому что некоторые моменты... А из ранних Чапаев «Пустота» очень мне нравились. Вот. И сейчас я тоже очень много читаю бизнес-литературы. Очень нравится, особенно, ну, так как меня сейчас привлекают там к разработке стратегий различных, да, там. Вот. И тоже мне с удовольствием читаю бизнес-книги. Вот. И очень мне нравится книга, это Джон Кин «Лидеры племя». Тоже советую прочитать. Это про 5 типов организационной культуры. Вот. Это считается, эта книга, она считается бестселлером для тех, ну, вот, кто ее основная аудитория. Это те, которые хотят перестроить деятельность своих компаний и сделать в компании культуру успеха. Там прям все описывается, значит, разные типы корпоративной культуры и каким образом достигать лидера племя. Очень классная книга. Ну и у тебя что было? Да, я всегда спрашиваю у всех один и тот же вопрос про кроссовки. Какие любимые кроссовки на соревнования, восстановительные? И вообще, какому бренду вы предпочитаете свой выбор? Nike, значит, на соревнованиях я бегаю Vaporfly Next 2. Прям очень мне нравятся кроссовки. Эти Vaporfly у меня с первой модели, я в них бегаю. Все, которые были. Вот сейчас вторые, я их закастомайзил специально. Вот у меня там написано Six-Star, да, специально закастомайзил на сайте Nike. Бывают такие акции. Вот. И тренировочные разные использую. Иногда Adidas. Вот. Ну, конечно, мне Nike больше подходит, да. Пегасы, да, какие-нибудь? Пегас нет, я не бегаю. Мне Next, Turbo Next нравится. Вот. Но они такие, они больше для летнего сезона. И еще вот шилды, вот которые, ну, воду не пропускают. Да. Зимой я в разных шилдах бегаю, в Найках, именно в Найках. Вот. Nike, что хорошо в последнее время, они стали более широкую такую эту переднюю часть делать. Да. Раньше она такая узкая была, а сейчас она более шире и как-то комфортнее себя чувствует. Adidas же, тоже Adidas ким Adidas я использую Бостон, вот эти Бостон. Первый свой марафон я пробежал в 6 Бостонах. Вот, да, очень мне нравились. Сейчас другое поколение Бостона, уже с карбоном. Тоже как иногда, как 10-й у меня есть. Вот, я использую. Ну, разного. Чем чаще меняешь кроссовки, тем лучше, да, там для тренировок одни. То есть достаточно иметь, скажем, 4 пары. 4 пары. Одни для соревнований чисто. Вот. Потом одни для скоростных работ. Одни на зиму шилды. И для восстановительных, ну, что-то такое тоже, можно даже более потяжелее Nike. Вот. Ну, так как все-таки у нас объемы-то приличные, там до 3000 и выше километров в год, то тогда, конечно, приходится чаще менять кроссовки. Да. А как вы относитесь сейчас к тенденции, то, что все кроссовки становятся объемными? Если мы сейчас заметим то, что, допустим, Zoomfly, модель 3, 4, они маленькие, сейчас 5, если посмотреть, она огромная. То есть, соответственно, и скоростные кроссовки на подошву посмотрим, там все больше. Тяжелее они становятся, да. Ну, наверное, это сейчас такая тенденция, и для того, чтобы этот возврат был лучше, и там и на экономичность бега влияло. Вот. Но если сравнивать, например, Next 2, то в них я реально быстрее бегаю, я прям
специально какие-то эксперименты проводил, да, там я бегал один отрезок в обычных кроссовках, да, там тренировочных, и в некстах. И в некстах быстрее, стопа лучше работает. Вот. Ну, Nike, Карбон работает. да. Карбон работает. А у вас опыт был в трейл забегах, в трейле? В триатлоне? Нет. Трейл забег. нет, не было. Педроның сұрағы бұл. Я- А как не хочется попробовать? Я не знаю, какой-нибудь тенгри, там пятнашка довольно плоская относительно. Можно. Я вот подумываю, на тенгри запишу Да? тоже, да. Мгм. Ну, просто там природа, все, как мы же городские жители, да. Я часто говорю, для меня самый любимый пейзаж это вот эти высотки. Да? Небоскребы. Да, ну, надо обязательно, я тоже, конечно, я шучу, я природу люблю. Вот, в горы почаще бы ходить, да. Ваше любимое место в Алмате? Ну, Мое- имеется в виду природное. Там, Природное место, любимое в Алмате. Ну, это Медео, на Медео, вверх по плотине. Это Горельник, Чембулак. Я на лыжах тоже люблю кататься. Ну, не часто приходится в связи с тем, что вот постоянно там тренируемся, да, там. Вот, на лыжах люблю кататься. Ну и там уже у нас время Вахт да, сорвало подходит. вот это Просто пару советов нашим слушателям вообще не в беге, а вот в целом в жизни, наверное, какие-то просто с высоты вашей прожитой относительно нас довольно в 2 раза больше жизни, Мгм. да, и с таким огромным опытом в марафонах, и, в общем, Да. какие-нибудь буквально пару советов. Я бы посоветовал прежде всего там не плыть по течению, потому что это не брюзжание, условно, да, там, как из старшего поколения. Вот я заметил, в 90-е годы, в начале 90-х годов, когда вот все это независимость приобрело, была уникальная такая атмосфера, все к чему-то стремились, и все были со своим мнением. Вот, в последнее время это как бы не модно, да, там считается, что если ты говоришь свое мнение, это считается, что ты там, условно, плюешь против ветра. Контркультура Да, становишься. да. И, но, понимаете, общество, там человек не может развиваться, если он не видит ошибок, не видит Мгм. чьих-то ошибок, своих ошибок не признает, да, там. Поэтому чужое мнение очень важно, пусть оно даже будет противоположным. Я тоже в своей работе всегда использовал, да, там, никогда условно не держал. Наоборот, лучше пусть меня окружают звезды, чем я буду там звездой, потому что на самом деле и ты развиваешься. Это первое, да, там, что не плыть по течению, всегда отстаивать свое мнение. Вот. Второе, это постоянно что-то надо чему-то учиться. Это надо, это вот прям всегда это надо делать. И я вот тоже, и не то, что я себя хвалю, я всегда что-то новое, всегда я узнаю, я всегда читаю что-то новое. Это и по технике, я же инженер по профессии, да, там. Вот, и да, там вот я в Киселе работал, то есть тоже для меня новое было, там очень много, там по мобильной связи, да, там. Вот, я изучал, и уже я считаю себя достаточно продвинутым, да, в технической области мобильной связи, как и фиксировано, как и интернета там. Вот. То есть постоянно что-то новому учиться. Это, кстати, мой научный руководитель в Москве, я же учился в аспирантуре, Максим Владимирович Гитлиц этому научил меня. Потому что он же тогда, когда тебе 25, а человеку 50, ты же считаешь его очень таким древним. Я помню, я на него смотрел, и он говорит, научи меня это компьютер. Тогда эти бытовые, ну, в смысле, эти персональные компьютеры. Я так про себя думал, Максим Владимирович, ну зачем вам это нужно, да, там, да. Вот, и он и учил его, научился он вот тогда. То есть, и это был для меня таким примером о том, что постоянно он, дай бог ему здоровья, вот он постоянно, даже в преклонном возрасте, он постоянно чему-то новому узнает, и я этому же советую, следую, правилу точнее, следую. Я постоянно что-то, не обязательно нужно что-то изучать, что-то новое. Үлкен рахмет сізге. Да. Осындай біздің шақыруымызды бірден қабыл алып, бетімізден қақпай. Жаңа бері айтып отқан әңгімелеріңізден қарап отырмын, әрбір марафоннан көзіңіз жарқырап отырып айтқан кезінде сол барлық позитивтік
настройыңыз бізге де беріліп жатыр, бізді қарап отқан осы оқырмандарға да беріледі деген үміттеміз. Әрбір көрермен осы подкасттан өзіне керегін алып жатса, ол да бір үлкен біздің жеңіл атлетиканың дамуына деген үлкен үлес. Өйткені сіздің қазір айтып отқан дүниеңіз енді мен қазір шатырым айналып отыр, бәрін қорыта алмай тұрмын. Сол үлкен рахмет сізге. Өмірлік барлық саласынан тек қана жеңістер, тек қана табыстар тілеймін. Жектер, сөз кезегі сіздерде. Ну, давай, Адиль. У тебя есть что сказать? Нет, да, все. Да. Ну, я желаю всем не останавливаться на достигнутом, как сказал Оскар. Да. Находиться в постоянном движении в поиске новых знаний. Вы, дорогие наши телезрители, зрители, слушатели, не забывайте ставить лайки на наш подкаст. Мы делаем это на голодном энтузиазме для того, чтобы популяризировать любительский бег. Здесь только про бег, про любовь к бегу, и надеюсь, что она взаимная у нас с бегом. Поэтому, друзья, делитесь этим подкастом, оставляйте комментарии, пишите вопросы, предлагайте новых участников, гостей, да. И у меня появилось, что сказать. Если кто-то желает стать нашим спонсором или как-то помочь нам, как-то хочет, в общем, в плане, то можете смело писать, спрашивать, возможно, мы что-нибудь придумаем. Да, и, кстати, вопросы были насчет патрона. Почему нет у нас патреона? Я сразу хочу ответить на этот вопрос. Мы не запускаем патреон донаты, потому что мы не знаем, как оплачивать вот ту самую донат. Со своей стороны. Да, со своей стороны. Мы не хотим, допустим, брать денег с ребят и просто упоминать их имена. Да, либо... и ничего им не давая взамен. Да. Поэтому, если мы что-то придумаем, мы дадим об мы этом знать. создадим Patreon и обязательно все опубликуем. Да. А так мы в поиске большого глобального какого-нибудь спонсора, и мы могли бы поработать со спортивными компаниями и прочим. Поэтому, если у вас есть знакомые или вы сами являетесь таким человеком, то пишите нам. Да. Все. Nike, Adidas, напишите. Все, наш подкаст закончился. Ребята пойдут отдыхать, а я пойду монтировать. Спасибо. Ұзаққа созылып кетпесін деп ше. Рахмет. Рахмет үлкен.